Деревня Гришестав, расположенная в 25 километрах от поселка Троицко-Печорск, сегодня считается одной из малочисленных и, как говорится, забытых. Но в ближайшее время на ее территории могут появиться визит-центр, гостевые дома, арт-объекты и вся необходимая для приема туристов инфраструктура. В этом не сомневаются учредители молодежного образовательного лагеря «Шаг к успеху». Этот проект по обучению лидеров, способных взять в свои руки будущее Троицко-Печорского района, можно смело признать уникальным. «Шаг к успеху» вовсе не досуг и не агитационная площадка. Это практикоориентированный курс, направленный на создание всей системы по организации туризма, от строительства бани до разработки туристических маршрутов. Эта экономическая сфера по решению наставников управленческой команды муниципального образования была передана в руки активистов Троицко-Печорской молодежной организации «Мылдинца Томлун». Такой ход оказался верным и превзошел все ожидания зрелых и опытных. Это привлечение специалистов, чтобы наши молодые специалисты, они оставались у нас в районе, чтобы они не уезжали куда-то в города. То есть показать, что и у нас, в нашем районе, тоже интересно, и можно себя реализовать. Можно реализовать себя вот в этих проектах, можно приглашать к нам сюда. И все это можно делать, и это все реально. Молодежный лагерь, организованный Управлением культуры района, создан, чтобы обучить активистов проектной деятельности, так сказать, под ключ. Организаторы и наставники выбрали стратегию маленьких шагов, постепенно приводящих к получению реальных результатов. Так что лагерь работает третий год. Первая смена в 2013 году стала отборным туром для выявления наиболее перспективных уроженцев Троицко-Печорской земли. В прошлом году состоялся конкурс проектов, из которых выбраны лучшие. Лето 2015 приурочено к реализации главного проекта – проведению первого в ФОМе экологического арт-фестиваля «Сена». Арт-фестиваль, он первый на территории Республики Коми. Это привлечение внимания к району, это в свою очередь развитие туристской инфраструктуры, в плане создания уникальных объектов, потому что объектов таких, я думаю, нигде нет. Это уникальность. Сюда могут приехать и туристы с республики, из соседних регионов полюбоваться. Сама природа деревни Гришестав, она красивейшая. Основная задумка – это развитие территории, привлечение туристов, и по возможности инвесторов. Перед лидерами движения «Мылдинца Томлун» поставлена нелегкая задача – реализовать все намеченные творческие задумки и за 10 дней подготовить Гришестав к встрече гостей со всей республики. Фестиваль «Сена» – это и показатель готовности молодых людей к работе на благо своей малой родины, и демонстрация творческого и управленческого потенциала района. Но главное – это событие, которое должно привлечь внимание и туристов, и инвесторов. И в самом деле, на просторах земли Печорской есть во что вкладываться и есть на что посмотреть. Не зря Троицко-Печорский район считается одним из живописнейших в Коми. Чистый воздух, прозрачные, полные рыбы реки, сохранившиеся традиции старинной культуры. Настоящий клад для того, кто умеет предвидеть экономическое будущее. Молодой архитектор, выпускник Ухтинского университета Дмитрий Ткач – крестный отец «Сена». Ему принадлежит идея пригласить на фестиваль из Ухты студентов и преподавателей кафедры архитектуры.
В течение нескольких дней, несмотря на холод и дождь, они создавали арт-объекты из сена и дерева, которые стали главной концептуальной изюминкой экологического фестиваля. Захотелось поработать своими руками и дать какой-то стимул и практику для архитекторов. Сам из Троицко-Печорска, здесь вырос, много путешествовал, в том числе и на Украине жил, и в России в центрально жил. Но все-таки как-то вернулся обратно к себе на родину. И на самом деле здесь мне очень сильно понравилось. Здесь прям такой толчок мощный пошел в развитие. Есть возможность куда-то стремиться, есть возможность куда двигаться. Самое главное, что помогает. Портал необычной формы на самом деле причал для байдарок. Деревня Гришестав расположена на реке Соева, водоеме, удобном как для любителей сплава и рыбалки, так и для байдарочников. До этого мы делали проекты без какого-либо воплощения, то есть мы вот их сделали, они остаются только на бумаге. А здесь вот этот проект — это реальное его воплощение. Есть люди, которые полагаются на свой опыт и делают все интуитивно по ходу действия. То у нас есть уже документы, и мы по этим документам, по размерам этим всем следуем. Ребята, причал готов. Будущих архитекторов приехала поддержать известная в Коби мастер по работе с сеном Елена Карагулина. Ее творение – большая рыба, представляющая собой вход в контактный деревенский зоопарк. Вот здесь можно будет вставить варочку. Вот так. Здесь можно будет вот так. И вот так. Сначала мы сделали каркас. Мне помогал парень Денис. Сено – благородный материал. Во-первых, он экологически чистый, запах от него изумительный. Вот с ним очень приятно работать. Вот казалось бы, что непластичный материал становится очень пластичным в работе. Когда сидишь что-нибудь, делаешь какую-нибудь игрушку, вот это очень так завораживает. Вот. Ну, иногда материал сам диктует, что делать. То есть из него получаются замечательные звери, животные именно родного края. Пока архитекторы творят, активисты Мылдинса Томлан реализуют свои способности в 4 рабочих группах. Группа «Ресепшн» отвечает за прием и размещение гостей. Пиарщики размещают информацию. На хозгруппе – кухня, инструменты, припасы и материалы. Оформители занимаются общим дизайном фестиваля. Секрет успешной и слаженной деятельности в том, что каждый занимается любимым делом. Кураторы проекта провели анкетирование, ряд тренингов, чтобы выявить пожелания и способности каждого активиста. Только после определения мотивации на молодых людей уверенно возложили ответственность. Уважение к личным ценностям каждого – один из основополагающих принципов работы с лидерами. Хочется, чтобы процветал наш район, чтобы такие красивые уголки, как эта деревня Гришестав, никто никогда не забывал, потому что это деревня, где осталось 15 человек, а мы, такие молодежь, приносим некую изюминку сюда, радость, веселье. Ну, это активная жизненная позиция, это отличное времяпровождение, хорошая компания, хорошие друзья, свежий воздух. Ну, я в будущем буду учителем, так как у меня профессия педагога, и также сюда я могу вывозить людей, своих школьников. Это будет интересное занятие для них. Специалисты районного управления культуры владеют методиками и технологиями обучения лидеров. Такая работа в Троицко-Печорском районе целенаправленно проводится с 2009 года. Для воспитания активной молодежи найдены наилучшие стратегии, опробованные на многочисленных проектах. Команда наставников сформирована из учителей, социальных педагогов, психологов, специалистов по управлению. Большое дело – серьезные отношения.
приехали посмотреть, как вы здесь, не размыло ли вас дождем, не смыло ли, как у вас тут строительство идет полным ходом. И вообще поздравить вас с таким замечательным событием. Наш фестиваль, арт-фестиваль, сегодня открылся, официально открывается и дает свой старт. Ежевечерние встречи в формате круга – один из обязательных приемов для достижения результатов. Активисты проводят анализ прожитого дня и обозначают планы на день грядущий с распределением зон ответственности. Каждый участник круга может взять свободный микрофон и высказаться. Формирование навыка публичных выступлений и умение высказывать свое мнение – часть стратегии. Давно известно, что лидер и оратор – слова-синонимы. И среди условий Севера имеется ряд факторов, которые способны негативно влиять на микроэлементный статус организма. И нам, например, всем известен пример с йодом и заболеваниями щитовидной железы у жителей Севера. Куратор молодежного движения, специалист управления культуры муниципального образования Ольга Бакаева в любую погоду приезжает на территорию лагеря, чтобы поддержать своих подопечных. Рабочие руки на стройке лишними не бывают. К организации фестиваля подключились и местные жители. Помогали кто чем может. Засыпали ямы грунтом и песком, косили траву для арт-объектов, делились сеном, принимали в свои дома гостей, которые приехали на фестиваль с ночевкой. Наверное, это потому, что даже крошечная деревушка не перестает быть родиной. А фестиваль сена – надежда на то, что в Гришестав вернется забытое, молодые и детские голоса. Мне очень нравится. Все, что они сделали, красота необыкновенная. Это все строили, старались, днями, ночами не спали, хоть под дождем, но работали. Старались, чтобы что-то людям, радость какую-то принести. В деревне, некогда основанной человеком по имени Григорий, нет ни интернета, ни магазина. Да и сотовая связь работает далеко не везде. Сигнал можно поймать только в нескольких местах, стоя на одном месте. Но тем и ценны места, в которых погрузиться в настоящую красоту природы можно целиком, всей душой. Интерес к фестивалю, потому что природа. Далеко от Сыктывкара, никого знакомых нет, ты тут ходишь. Ну и пленэр все равно, места меня соблазнили. Это первый этюд на этом пленэре. Просто этюд, пока расписываюсь. Мне просто это белье сухое понравилось. Красивое место, очень здорово. Выбрали, именно молодежь его облюбовала, выбрала. И на самом деле здесь здорово и красиво. Ну, я даже плохо представлял, что такой интерес вот вызовет. Я думал, ну, праздник праздником, скажем так, деревня-то небольшая, гостей будет немного. Но посмотрите, сколько людей. Там машина, вереница стоит, там 2 километра. Старшее поколение обычно ругает молодежь. Вот пожаловаться на нашу молодежь, ну, нельзя. Их инициативных иногда хочется хлопнуть по рукам, сказать: ребята, ну хватит уже. Нет, вот смотрите, они организовали. Буквально за год, на самом деле за год. Идея и воплощение. На рецепшене.
производим сливки в домашних условиях. Мы 3 брата, Косе мы 6 лет уже, отцу помогаем. И вот думаем, дай-ка мы приедем сюда, поучаствуем, покажем удаль свою, шахтеровскую, полчинскую. Поднимаемся на дорогу! Стоят. Молодцы, молодцы. Да. Посмотрит жюри, как вы косили. Как тебе атмосфера фестиваля? Супер-пупер, лучше всех! Очень весело. Что привезли-то? Работы свои в своей мастерской Сыктывкара по вязанию. Будем еще делать показ этномоды. Мы увидели сегодня, насколько наша молодежь умеет не только отдыхать, но и работать. Нет слов. Впечатления самые положительные. Ну, на самом деле видно, что молодежь, конечно, подготовилась от души. Эмоции зашкаливают. Я очень рада видеть здесь представителей творческих индустрий, которые приехали со своими сувенирами, которые имеют спрос у населения. Я уверена, что фестиваль, если он станет традицией, сможет быть хорошим началом для развития экологического туризма вот в Троицко-Печорском районе. Ура, мне по телевизору покажут. Придумано столько интересных фигур, это просто радует глаз, глаза радуют, и настроение чудесное. Молодцы, молодежь. Красивая
Жарко, клево, здорово, солнечно, весело, людно. Все на ура. Вот так в полном единении начинающих и опытных родился на свет первый в республике Коми экологический арт-фестиваль «Сена». 36 площадок, более 10 арт-объектов, мастер-классы, конкурсы и соревнования, торговые ряды, концерты, дискуссионная площадка – все это разворачивалось под общей идеей необходимости сохранения чистоты и в природе, и в умах, и в душах. Организаторы позаботились о том, чтобы все, что проходит под эгидой фестиваля, было экологичным. Фестиваль завершился не только обязательной уборкой территории, но и слезами. Молодежное движение Мылдинца Томлун – это навсегда. И расставаться после всех пережитых побед и преодолений очень непросто. Впрочем, у ребят остается возможность встретиться еще не раз. Лагерь «Шаг к успеху» продолжит свою работу на следующий год. Что касается фестиваля «Сена», в планах организаторов проводить его каждые 2 года и постараться придать статус всероссийского, чтобы вся страна знала, что отдыхать в Коми можно и нужно, а Троицко-Печорский район – самая гостеприимная территория.